Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Настраиваемся на плодотворные, добрые, позитивные новости на этот предстоящий день. А чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаю я, Полина Долинская и Руслан Ачиров. Мы желаем вам бодрого и доброго утра, и вот о чем мы вам расскажем в течение нашего эфира. Сегодня отмечается праздник Крещения Господня, один из самых древних праздников христианской церкви. Уже накануне верующие в 50-градусный мороз окунались в купели. О том, как службы МЧС охраняют безопасность верующих и какая подготовительная работа была проведена, мы расскажем в нашей программе. Живопись под микроскопом, вместо красок колонии бактерий, вместо полотен чашки Петри. А студенты Кемеровского государственного медицинского университета создают картины при помощи микроорганизмов. Мы рады тому, что наша постоянная рубрика «Пусть мама придет» находит отклик у наших телезрителей. И сегодня мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Сегодня в российский прокат стартует фильм «Молодость» режиссера Дмитрия Давыдова. Поговорим с ним о феномене якутского кино и услышим первые отзывы с премьерного показа в Москве. Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире и всегда рады вашей обратной связи. Можете связываться с нами по номеру 8 914 273 44 88, а также через наш телеграм-канал «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте последнюю и актуальную информацию. Прямо сейчас узнаем, какая же погода за окном. По данным ГИСМетео, в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 50-55 градусов мороза. В заречной группе минус 50, минус 54. В южных 45, в Нерюнгри, в Алдане 48, ниже 0. В Вилюйской группе 53-55, в Нижнеленских 50-51, в западных 46-54 градуса мороза. В Колымо-Индигирской группе улусов в это утро теплее всего в Чукурдахе. Минус 24 градуса, минус 44 в Уснере. В Янских 39-47, на северо-западе 28-48 градусов ниже 0. В городе Якутска температура воздуха на 6 часов утра составила 49 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад, туман, ветер переменный с порывами от 1 до 3 метров в секунду и температура воздуха днем минус 44, минус 46 градусов. Крещение Господне или Богоявление празднуется православной церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника 18 января установлен строгий пост. Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской церкви. Да, действительно, праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской церкви. Его становление относится еще ко временам апостолов. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода – это начало жизни. О том, как проходит подготовка купели для празднования церковного праздника, мы расскажем в следующем сюжете. Один из главных праздников православия – это крещение, которое будут отмечать 19 января. Но подготовка к нему начинается заранее, как минимум за 2 дня. При этом окунаться в проруби любят не только православные или же те самые моржи, но и те, кто хочет просто испытать свою силу воли. Как проходит подготовка к купели и что нужно знать перед окунанием, мы узнаем сегодня. Во-первых, выбирайте купели, которые санкционированы. Их можно определить очень легко. Обычно они делаются в форме креста. Перед началом идет прорубка проруби в форме креста. Водолазы внимательно исследуют дно, чтобы ничего страшного не произошло. После этого монтируют специальную люльку со ступенями и поддоном. Это тоже сделано для комфорта граждан. После этого приезжает батюшка или владыка и, конечно же, все это освещает.
Сейчас мы монтируем специальную палатку, в которой как раз-таки будет проходить окунание. Для того, чтобы было комфортно для людей неподготовленных, в этих специальных палатках поставят тепловые пушки, которые помогут людям, первый раз испытав на себе вот такое непростое времяпрепровождение, для того, чтобы избежать переохлаждения. Как вы можете видеть, работа идет полным ходом, и каждая служба выполняет свои прямые обязанности. Световая инсталляция – это обязательная программа данного праздника. Ей занимаются наши службы городские, которые и обустраивают все. Во-первых, устанавливают фонари, но и делают красивую инсталляцию, какую-нибудь посвященную этому празднику. Специальные службы, они приезжают и прорубают прорубь. Службы МЧС, поисково-спасательные, они будут дежурить в течение всего праздника. Это полы, сейчас будем полы стелить, когда палатка поставят. Потом уже вот, раздевалка, ничего. Потом вторую палатку поставим, там будет кухня. Полевая кухня. А тут же сутками дежурит народ-то. Казаки, а как же кушать? Поэтому, извините, все предусмотрено. Уже мы 9-й лет, уже сейчас 10-й уже. Поэтому... А вот с каждым годом у людей все больше и больше приходит. Да. Это мода, экстрим или вера? Вера. Потому что народ сейчас уже... Кому верить там? Только Богу, больше некому. И добрым людям. Все, давайте, купель, приходите, все, чтобы мы вас скупнем. Действительно, прямо чувство мороза, да, передается даже через камеру. Ну, действительно, без установки данных вот конструкций в наших вот климатических условиях, я думаю, невозможно, да. Ну, очень сложно, по крайней мере, и опасно для здоровья это делать. Более подробную информацию о том, как проходит подготовка купели, вы уже можете увидеть сегодня на телеканале «Якутия-24» в программе «Испытано на себе». Там я более подробно расскажу, что и как мы готовили, какая техника устанавливается, насколько я узнала, а я готовилась к этой съемке и все равно я общаюсь с людьми, я узнавала очень много интересных подробностей. Оказывается, немногие, кто каждый год эту купель делают, во-первых, сами окунаются, а во-вторых, там все предусмотрено. Есть автобусная остановка, которая позволит гражданам добираться на автобусе, если они хотят отметить этот праздник. И также есть VIP-парковка. Есть парковка простая, не VIP. Ну, а еще я бы хотела выразить большую благодарность электрику Константину, который спас мои руки и подарил мне замечательные верхонки, которые согревали меня остаток съемок. Ну, действительно, даже вот как бы я видел, у тебя нарастились ресницы, да, Да. с снегом. Было очень холодно. Но я думаю, это когда снимали? Вчера? Это мы снимали как раз-таки 17 числа. Купель делается за 2 дня перед праздником. Это примерно около где-то минус 50 градусов, наверное, В было. тот день было минус 53. Ну что, друзья, ну а мы желаем вам, конечно же, всего самого наилучшего, быть в отличном, хорошем настроении. Напоминаем, что в эфире программа «Утро Якутии». И сегодня Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Ну и, конечно же, буквально через некоторое время мы узнаем, какие даты и события связаны с сегодняшним днем, и все это будет в нашей традиционной рубрике. Ну, а вообще в целом, Полина, ты сама окунаешься в купель? Да, в моей жизни было 2 эпизода, когда я окуналась. В этом году я не стала, во-первых, рисковать, а во-вторых, после такой экстремальной процедуры мне нужно как минимум сутки для того, чтобы прийти в себя и выспаться. Ну, в этом Ну, году... это вообще, это же такое, достаточно такое встряска для организма, да, получается, если... Это большая встряска. Очень много правил, которые посвящены, и свод правил, которые посвящены именно крещению. Нельзя этого делать в купальниках. Все это должно быть специальные длинные рубахи. Нельзя вплоть до еды. Кроме того, что пост у православных, при этом нельзя есть жирного перед этим. Не запрещается категорически, во-первых, употреблять алкоголь, а также
другие вредные привычки. И, друзья, мы работаем в прямом эфире, и вот вы можете к нам как раз в телеграм-канал написать, купаетесь ли вы на крещение. А прямо сейчас мы узнаем, какие даты и события на 19 января. На календаре 19 января. Сегодня отмечают День патолога-анатома. По народному календарю Крещение Господне или Святое Богоявление. Крещение – один из главных православных праздников. В этот день церковь отмечает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям. По преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. И если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства на весь год. В этот день и в последующие святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освещают жилища и поля. Говорили также, что тот, кто на крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым. В этот день на территории Московского университета на улице Маховой прошла церемония закладки памятников Александру Герцену и Николаю Огареву. Проведена первая в мире телевизионная пресс-конференция. Состоялось сенсационное выступление «Битлз» на сцене лондонского эстрадного театра «Палладиум», которое прославило их на всю страну. Указом президента Республики Саха-Якутия Якутское республиканское управление статистики организовано в Государственный комитет Республики Саха-Якутия по статистике. В этот день родились Татьяна Комарова, советская и российская журналистка, телеведущая, педагог. Получила известность как ведущая информационной программы «Время». Александр Зуев, советский и российский актер театра и кино. Влад Сташевский, российский певец. Светлана Хоркина, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, общественный деятель. Ольга Канискина, российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Алексей Воробьев, российский музыкант и актер, режиссер, представитель России на конкурсе Евровидение-2011. Именины сегодня отмечают Иван и Феофан. Друзья, Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Якутии в 50-градусные морозы начались крещенские купания. Чин великого освящения воды на территории Зеленого Луга провел архиепископ якутский Еленский Роман. По традиции в Иордань с ледяной водой окунулся глава региона Айса Николаев. Как отметил владыка Роман, через окунание в купель люди стараются прикоснуться к Богу, и поэтому совершать обряд необходимо, соблюдая религиозные каноны. 18 января стало одним из самых холодных дней, предшествующих празднику. Столбики термометров в Якутске показывали минус 53. Несмотря на то, что в палатке над купелью были установлены тепловые пушки, поверхность воды покрывалась небольшой коркой льда. Дистанционное обучение в школах республики продлили до 21 января. Соответствующий приказ подписан главой Миноборнауки региона Ириной Любимовой. Согласно документу, решение приняли на основании прогнозов о похолодании от минус 53-58 до минус 65 градусов. Ранее дистанционную работу образовательных учреждений в республике объявили с 16 по 18 января. Региональное отделение Комитета семей воинов Отечества формируется в Якутии. Глава региона Айса Николаев встретился с матерью военнослужащего, участника спецоперации, руководителем регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Светланой Диадоровой-Лаврентьевой.
Говорили о мерах поддержки семей участников спецоперации, ветеранов боевых действий, членов их семей и родственников. Светлана Диадорова-Лаврентьева рассказала о прошедшем 27 декабря в Подмосковье первом проектном семинаре организации, объединившем представителей 80 субъектов, в том числе и Якутии. Региональному отделению комитета окажут всестороннее содействие в работе со стороны органов власти региона, заверил Айсан Николаев. В столице при колледже инфраструктурных технологий СВФУ реализуют большое количество программ, такие как профессиональное обучение, куда могут поступить граждане разного возраста и освоить рабочие профессии. Также у жителей есть возможность пройти переквалификацию. По словам специалистов, самым востребованным направлением является программирование. Отметим, что в 2021 году колледж выиграл грант национального проекта образования. Из федерального бюджета выделены средства на создание 4 мастерских по направлению программирования. Мы обучаем по 8 специальностям, из них 6 по наиболее востребованным IT-направлениям, такие как программист, веб-разработчик, сетевое и системное администрирование, также специалист телекоммуникаций. Также у нас здесь обучается по специальности строительства, эксплуатации зданий и сооружений и сварочное производство. Сейчас на данный момент в нашем колледже обучается 1076 студентов. В селе Кюль Верхневилюйского района начинается строительство Центра культуры имени Исидора Барахова. Проектом предусмотрено возведение двухэтажного здания площадью более 2000 квадратных метров, где разместят музей государственности республики, носящий имя одного из создателей Якутской ССР Исидора Барахова. Помимо музея, в новом здании Центра культуры разместят библиотеку и совмещенный кинотеатр с актовым залом на 150 мест. Все крупные организации оснащены собственными котельными. Благодаря этому люди не испытывают зимой дискомфорта из-за низкой температуры, но подобная техника требует постоянного контроля и калибровки. И именно для этого на производствах существует такая должность, как оператор котельной. Что же представляет собой эта профессия и насколько сложно ей обучиться? Об этом расскажет наша рубрика «Моя профессия». Я Марков Александр, работаю в котельной «Аэропорт» с 1985 года. До газооператорства я работал на железной дороге по сменам, день-ночь. После приехал сюда, в Якутию, здесь железной дороги не было, поработал там. И вот услышал объявление о приеме, на работу требуется газооператор. Отослали меня на курсы, отучился 3 месяца, и пришел. И вот с тех пор до сего времени работаю. Котельная для меня уже вторым домом стала. Раньше, когда пришел на работу, то наша котельная, весь аэропорт, теплоснабжение давала, и горячую воду, и весь аэропортовской поселок. А на данный момент нам работки прибавилось, так как напротив котельной построили спортивный комплекс, где будет каток ледовый и бассейн. И вот уже, в первую очередь, уже подключили, даем тепло уже туда. Я считаю, от нашей работы зависит тепло в домах людей. Так как живем мы не на югах, а на севере. За то время, которое я тут работаю, много людей ушло. Остался, так сказать, самый костяк, который здесь, очень долго уже работает. Здесь уже по 40 лет работает. Молодежи бы я пожелал, моя точка зрения, надо учиться. Живопись под микроскопом. Студенты-медики из Кемерово создают рисунки при помощи вместо красок колоний бактерий и вместо полотен чашки Петри. Студенты Кемеровского государственного медицинского университета создают картины при помощи микроорганизмов. Изначально студенты готовят палитру микроорганизмов, которые в зависимости от вида приобретают определенный пигмент при помощи питательной среды агар-агар. Сам же рисунок наносится микробиологической петлей. Бактериям можно рисовать любой узор, вплоть до репродукции картин. Для создания рисунка студент должен быть хорошо знаком с миром микроорганизмов
организмов, знать их физиологические и культуральные свойства, чтобы понимать, в какой именно цвет будут окрашены бактерии и как они поведут себя в процессе работы. Самое сложное в этой работе – это, наверное, кропотливо долгое время выводить рисунок. Очень аккуратно прорисовывать линии и потом смотреть, чтобы одни бактерии никак не взаимодействовали с другими, чтобы не было вытеснения и взаимодействия одних. Сложность техники заключается и в том, что свежий контур рисунка практически не заметен. После нанесения штрихов художнику остается терпеливо ждать, пока его картина сутки простоит в термостате. При этом результат зависит не только от знаний и таланта создателя картины, но и от поведения самих бактерий. Так как если они не будут размножаться или наоборот займут собой всю чашку, то рисунок не получится. Полотно существует около недели, после чего питательный ресурс среды исчерпывается. Бактерии погибают, и изображение тоже начинает исчезать. Данное направление живописи уже получило свое название – бактериография или агар-арт. Какое интересное увлечение у будущих врачей. Да, действительно, главное, чтобы кроме творческого удовлетворения оно приносило пользу и новые знания для, соответственно, будущей профессии. Кстати, продолжая тему здоровья, всегда радует, когда медицинская помощь совершенствуется и открываются новые клиники. Так в Якутске начинает работу еще одно, третье по счету отделение гемодиализа медицинского центра «Диалог». Наша съемочная группа одной из первых побывала в этом центре, оснащенному по последнему слову техники и оказывающему самую передовую медицинскую помощь в этой сфере. Летом этого года для Натальи Дроздовой диагноз врачей прозвучал как гром среди ясного неба. До этого времени она чувствовала себя относительно хорошо, и вдруг резко начало подниматься давление. Оказалось, отказали почки. И теперь без процедуры гемодиализа ей уже не обойтись. 3 раза в неделю по 4 часа аппарат искусственной почки очищает кровь от токсинов. До сегодняшнего дня Наталья ездила на процедуры с одного края города в другой. Теперь же с открытием нового отделения добираться до медицинского учреждения стало намного ближе. Даже на такси час на дорогу у меня уходило. А сейчас даже на автобусе 10 минут, пожалуйста. Из-за этого я ждала открытия. Прямо рада так вообще не могу. Экономия времени моего. Для таких пациентов с хронической почечной недостаточностью доступность медучреждения значит очень много, особенно сейчас в зимнее время. Кстати, холодный климат, в котором мы живем, в какой-то степени тоже способствует почечным патологиям. Выявляемость хронической болезни почек здесь одна из самых высоких по России. Но это, конечно, говорит о том, что население, по всей видимости, склонно к этим заболеваниям больше, чем в других регионах. Но и нельзя не отметить службу консервативной нефрологии республики, работу главных специалистов, которые поставили ее на очень высокий уровень. И именно учет и выявление этих пациентов, в том числе в труднодоступных северных районах, на очень высоком уровне представлена. В 2014 году на основе государственно-частного партнерства в Якутске открылся первый гемодиализный центр компании «Диалог». Тем самым была решена проблема острой нехватки диализных коек в Якутске. А теперь с открытием третьего отделения этого центра у пациентов появилась еще и возможность выбора с учетом близости к дому и даже предпочтений по комфорту. При этом для пациентов это все в рамках программы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Частные центры имеют возможность уделить пациентам чуть больше внимания, создать, может быть, чуть более комфортные условия. Для тех, кто длительно ходит в одни и те же места, это важно. Пациенты привыкают и чувствуют себя чуть более комфортно. Удобное современное здание оснащено самой передовой медицинской техникой. Главный инженер компании не без гордости демонстрирует нам оборудование по очистке воды, от которого во многом зависит качество гемодиализной процедуры. Один из самых важных параметров – это качество пермиата, непосредственно качество очистки. Его инженер контролирует, и необходимо его контролировать для осуществления максимально качественного, опять же, лечения. Несмотря на западные санкции и усложнившуюся логистику, врачам центра удается обеспечивать качественную и своевременную медицинскую помощь. Несмотря на непростую ситуацию, мы продолжаем работать на
высококачественных расходниках и в том числе гарантировать пациентам и это. И с открытием еще одного отделения гемодиализа в Якутске у больных с почечной недостаточностью возможности жить полноценной жизнью, несмотря на тяжелый диагноз, стало еще больше. Ну что, привыкаю, конечно, к такой жизни. Да, будем жить, а что делать? Слава богу, есть гемодиализ, который продлевает нашу жизнь, помогает нам жить. Надеюсь, тоже проживу долго. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск. Более подробно мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Татьяна Таюрская, главный врач медицинского центра «Диалог». Доброе утро. Доброе утро. Скажите, как часто болезни, вот, связанные с почками, да, долгое время не дают о себе знать, да, вот как у героини нашего сюжета, и сколько времени проходит с момента болезни до того момента, когда помогает только гемодиализ? Ну, к сожалению, вообще хроническая болезнь почек – это очень такое заболевание, которое не так часто себя проявляет, и у него нет таких проявлений, которые бы можно сказать, у тебя точно болезнь почек, обращайся. Поэтому, к сожалению, очень часто пациенты ходят до последнего, и это чисто индивидуально. То есть у одного пациента может сказать, что врач может сказать, что да, к сожалению, у тебя болезнь почек, и диализ тебе нужен уже завтра. А у другого может сказать, что именно у тебя болезнь почек, но мы поборемся. Давайте лечиться так. Поэтому, к сожалению, это чисто индивидуально, и сказать вот какие-то стандарты это не получится. А много ли в Якутии гемодиализных больных и какова тенденция последних лет? Да, в Якутии, я не могу сказать, что много, но пациентов в начале года примерно было около 600. И вот наше отделение, которое работает уже с 2014 года, 270 человек наблюдает, больше 270 человек у нас. И тенденция такая, что пациенты будут расти все равно. Потому что, не потому, что как бы мы плохо лечим, потому что наоборот, очень хорошая выявляемость именно болезни стала. И сама процедура. Сама процедура, она стала лучше. Она намного лучше, чем было 10 лет назад. И длительность проживания пациентов на гемодиализе намного увеличилась. А скажите, как-то пандемия ковида повлияла ли на ситуацию? Ну, как и любой другой специалист, кардиолог, невролог. Вот мы нефрологи, и это как бы не только в Якутии, по всему миру, в России однозначно да. И, к сожалению, после ковида, во время ковида у многих даже просто людей стали выявляться хронические болезни почек, а многие, да, к сожалению, начинают приходить на диализ именно после ковида. Открывшееся отделение центра на улице Советской Армии в городе Якутске – это третье по счету у компании «Диалог». Как с начала работы компании в Якутске с 2014 года, как вы уже сказали, изменилась ситуация с оказанием медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью? Кардинально. То есть в 2014 году, когда мы открывались, места просто в Якутии не хватало. И вот как только наше отделение на Якова-Потапова было открыто, к нам стали возвращаться пациенты из Иркутска. То есть они не могли найти место здесь, и поэтому уезжали в другие регионы. А в данный момент у нас уже 2 отделения, и как бы мест хватает. То есть такого нету, вот как тогда было. Как показала себя практика государственного частного партнерства в этой сфере? Да, я хотела бы сказать, что именно наше отделение, наша организация была первая, кто вот именно в такое частно-государственное партнерство вышел в Якутии. И это очень хорошо, потому что тогда, получается, в 2014 году мы открыли места, которые были необходимы, а сейчас вот именно в частно-государственном партнерстве в Якутии существует 3 организации. И у пациента, что очень хорошо, появился выбор. То есть он может выбрать место, где ему ближе, например, идти на диализ после работы или идти рядом с домом, потому что отделения все находятся в разных частях города. Или, например, выбрать время, потому что смены бывают утренние, дневные или вечерние. То есть у пациента вот что хорошо, и я только за то, чтобы была вот такая хорошая конкуренция между нашими организациями, потому что это лучше становится именно пациенту, удобнее, комфортнее. Скажите, а могут ли получать диализ в отделениях центра в Якутске, да, пациенты, например, с регионов, с других?
Да, вот я хотела как раз-таки сказать, что в последние 2 года именно Якутия стала привлекательна для гемодиализных пациентов в плане туризма с других регионов, особенно южных, либо Московский, Санкт-Петербурга. Они приезжают сюда к нам посмотреть, что такое ЭСЭХ, попробовать нашу пищу, посмотреть нашу природу, и это очень приятно. А какие советы вы бы дали нашим телезрителям? Советы у меня будут простые. Если вам рекомендуют пройти диспансеризацию в поликлинике, я бы все-таки советовала ее пройти. Это первое. Во-вторых, если у вас есть заболевание какой-то почек, о котором вы знаете, или сахарный диабет, гипертоническая болезнь, то обязательно исполняйте рекомендации вашего доктора, а если вам рекомендуют консультацию нефролога, не откладывайте ее. Спасибо. Большое спасибо вам. И, друзья, где вас можно найти, по каким адресам наши телезрители могут обратиться? Телефон. Телефон. Да, и Значит, адрес. вообще у нас 3 отделения в городе Якутске. На Якова Потапова 21, которое самое известное, самое большое. На Федора Попова 6. И вот новое отделение, которое открывается, это по 50 лет Советской Армии, 26. Я думаю, что номера... Наверное, можно, да, либо на экране покажем, и Да. можно, наверное, посмотреть и в 2GIS. Да, в 2GIS мы есть. Мгм. Поэтому такие... Спасибо большое вам, Татьяна, Спасибо. за то, что посетили наш эфир с интересной информацией. Большое спасибо. Спасибо. Двигаемся далее. Мы рады тому, что наша постоянная рубрика «Пусть мама придет» находит отклик у телезрителей. И сегодня мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Познакомьтесь с Ратмиром, его братом Дамиром и сестрой Дариной. Дети очень активные, любознательные. Дамир у нас любит, творческий ребенок, любит вырезать снежинки. К Новому году вот тоже помогал вырезать взрослым девчонкам. Дарина учится в 3 классе, любит читать, любит рисовать очень. В свои 9 лет Дарина очень серьезная и рассудительная девочка. 5-летний Дамир рисует большой дом, в котором он будет жить с Дариной и Ратмиром. Младший брат Ратмир – ласковый и открытый мальчик. Это Ратмир, ему 2 года. Ратмир очень активный мальчик, очень легко идет на контакт со взрослыми, с детьми. Сам уже одевается, раздевается, играет. Очень любит, когда с ним проводят занятия, рисовать. С детьми он тоже очень хорошо ладит. Со своими сверстниками. Любит пластилины лепить. Ратмир проявляет ко всему интерес и активно включается во все процессы. Особенно ему нравятся развивающие игрушки, возможность все потрогать и самому изучить. Собирай. О, молодец. С огромным интересом Ратмир наблюдает за черепахой. Дарина и Дамир все время проводят вместе. И, как и все дети, они очень любят Новый год. Дети водят хоровод, хлопает в ладоши. Здравствуй, Новый год, ты такой хороший. Елочка пушистая в гости к нам пришла, буши золотые ветви заплела. Яркими шарами радует народ, скажет вместе с нами «Здравствуй, Новый год». Мы очень надеемся, что Ратмир, Дамир и Дарина обретут семью.
На старт, внимание, ГАФ. Традиционная гонка на собачьих упряжках «Фоминские лапы» прошла в поселке Фоминском Ярославской области. Участники вместе со своими четырехлапыми друзьями прошли трассу на территории спортивной базы «Эрцог». Организаторы соревнований отмечают, что в этом году в гонках принимают участие 45 человек со своими псами из разных категорий. Классно, что финишировали. Собака работала идеально. Для такого количества тренировок, которые у нас было в этом сезоне, она просто работала на все. Организаторы постарались сделать трассу интересной и разнообразной, чтобы не было возможности заскучать. Путь соревнований проходил через лес с многочисленными поворотами и небольшими спусками. Традиционная гонка «Фоминские лапы» состоялась в Ярославской области уже 6-й раз. На финише победители соревнований получили деревянные медали и другие призы. Прям такое сборище хороших мальчиков, прям умнички. И вообще это очень хорошо, когда твой питомец разделяет твое увлечение. Кстати, кошки тоже разделяют. Вот она будет лежать с тобой рядом, спать, ничего не делать и не будет осуждать. Ну, кошечку нельзя запрячь в сани. Это да. Друзья, делайте свои выходные активными и интересными, берите с собой ваших любимых питомцев. Но если же у вас питомцев по какой-либо причине нет, все равно есть идеи, как эти выходные провести. Впереди выходные, это значит, что наступило время нашей киноафиши, где мы познакомим вас с актуальными новинками и кинопремьерами этой недели. Доброе утро! По традиции знакомимся с киноновинками этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Так, сегодня, 19 января, в российский прокат выходит британский триллер «На краю». И это не очередное кино про отважных альпинистов. Здесь все будет максимально жестоко. Продюсеры фильма пытаются повторить успех «Эвереста», фильма 2015 года, наглядно показавшего эмоциональный потенциал и конкурентность фильмов о выживании человека в горах. По сюжету Келли с подругой занимается скалолазанием на природе. Вечером они знакомятся с компанией парней. Итог встречи очень печальный. Подругу Келли убивают, а ей самой ради своего спасения придется подняться по отвесной стене. Убежище героини становится для нее кошмарной ловушкой. Преследователи находят ее, застрявшей на горном уступе, и собираются сбросить вниз. Чем же закончится эта история, узнаем сегодня. Режиссер Дмитрий Давыдов представит новую картину под названием «Молодость». Действие фильма строится на национальных мотивах и разворачивается в якутской деревне, куда возвращается после 20-летних скитаний уроженец этих мест. Бывшие одноклассники давно повзрослели, у них дети, работа и все по правилам. Каким же будет его возвращение в беспечную молодость? Премьера фильма ведущего кинорежиссера Якутии прошла в понедельник в кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте. А на широкий экран картина выходит сегодня и будет показана на 110 площадках в 10 городах России. Напомню, что все эти фильмы вы можете посмотреть в кинотеатре «Лена» уже сегодня. А на этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. — 14 января в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Молодость» «Дерсаас», новой работы режиссера Дмитрия Давыдова, признанного настоящим феноменом современного кино после успеха фильма «Пугало». Показ прошел в рамках проекта «Каро Арт». Кинопрокатная компания «Про» «Взгляд» выпускает «Молодость» в российский прокат 19 января. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Давыдов, режиссер, сценарист, продюсер. Доброе утро. Доброе утро.
Фильм «Молодость» — это ваша 5-я работа, в которой вы выступили продюсером и сценаристом. Премьера фильма состоялась на 44-м международном московском кинофестивале, где кино собрало восторженные отзывы и от разных киносообществ. Вот откуда пришла идея этого фильма? Эта идея у меня пришла после знакомства с музыкой группы «Харды». Это наша легендарная рок-группа, которая выступала в 90-х годах, если кто помнит, да? А в 2020 году вот я впервые услышал эту музыку, стал слушать, и у меня, скорее всего, вот я сейчас анализирую, то, что была уже сформирована идея о вот этом персонаже, о мужчине 40 лет, который там решает возвратиться обратно в свое село. И, видимо, вот так сложилось, то, что музыка помогла вот закончить вот эту историю. Угу. Ну, вообще, действительно, в поисках счастья, да, главный герой возвращается из города в родное село. Соответственно, бывшие одноклассники уже, так сказать, повзрослели. Каким будет вот путь его? Второй молодости. Он, наоборот, в поисках счастья, в поиске вот этих огней ночного города уезжает, наоборот, в свое время из деревни. Но, конечно же, в городе у него ничего не получается, и спустя 20 лет он решает обратно возвратиться как бы вот на свою родину. Но он понимает, то, что и родина изменилась, и она уже чужая для него, и он уже чужой в деревне этой. Поэтому здесь это такая легкая комедия немножко с хорошим смыслом. Но это надо, кстати, сказать, что, я думаю, трогает каждого человека, потому что многие же хотят как бы и вернуться в молодость, и, возможно, недовольны чем-то, ну, вот, настоящим, да, своим положением. Ну, я думаю, что эта история будет очень знакома многим, наверное. Это актуальная история для нашего поколения сейчас? Для нашего поколения, я не знаю, но вообще это актуальная история для людей, потому что нам всегда надо, скорее всего, помнить о своем доме, о своей родине, как-то заботиться о ней, приезжать хотя бы временами, да, и если ты уехал, то не с концами. Вы часто говорите в своих интервью, что нужно смотреть не якутское кино как кино о Якутии, а прежде как историю о людях, которые находятся где-то вот в конкретной ситуации. Чтобы вокруг не происходило, мы все должны оставаться просто людьми. Так, правильно. Да. Да. Вообще, у нас зритель немножко такой вот очень все воспринимает на свой счет. И если он все это видит на экране, он говорит, что это как бы про нас, да. Но кино, оно и есть кино, это искусство, и это вымысел, на самом деле, да. Если бы мы снимали документальное кино, там, конечно, были бы вопросы, да. Если это художественное произведение, там, конечно же, надо всегда смотреть в первую очередь на историю. А у вас есть либо какие-то советы или, может быть, как сказать, определенная канва, да, выработанная, вот, чтобы привлечь зрителя, чтобы кино стало интересным? Какие-то, может быть, нет, у нас секреты? есть одна задача, когда мы только приступаем к проекту, у нас есть только одна задача — сделать действительно хорошее кино. Вот и мы его делаем. Как вы уже сказали, зритель находит в фильме себя. Вот якутские зрители смотрят кино о Якутии, и они все равно как-то принимают его гораздо ближе. А вот как воспринимают за пределами нашей республики те же самые жители Центральной России, как в Москве, в Санкт-Петербурге, смотрят на фильмы вот, якутские, якутское кино? Давайте я за все якутское кино не отвечу, да, за свое кино отвечу. Люди видят историю и какие-то вопросы про общие ценности нравственные, да, человеческие. Они видят историю вот в таком больше в абстрактном понимании, наверное, да. То есть не обращают внимания на какие-то детали, то что вот на какие-то локации, там, на регион и так далее. Они вот смотрят действительно на персонажа и что происходит вокруг персонажа. А что касается съемочного процесса, вот сейчас на экранах у нас как раз такой небольшой бэкстейдж. Вот можете рассказать про съемочную группу, про условия, в которых снимали фильм? Съемки проходили в Амкинском районе, в Абаге, и, как мы видели на экранах, там была показана температура воздуха минус 60 практически. Так, ну фильм мы снимали ровно 2 года назад, это был январь 2021 года. Средняя температура у нас была где-то минус 50, ну вот ровно вот эта температура, да, минус 56, там минус 60. Производством фильма у нас занималась компания Ама Production. В Амге мы снимали. Съемочная команда была небольшая. Это оператор-постановщик Николай Петров, у нас звукорежиссер Иннокентий Сивцев. Ну, в общем, ребята, которые работают со мной уже не первый фильм.
Сняли мы его быстро, за 2 недели. Главную роль у меня исполнили актеры Сахатеатра. Это Альберт Алексеев, вот Ильяна Павлова, видим, Лена Маркова, Павел Чанянов, ну и наши амгинские актеры. А вообще в целом сам процесс для режиссера, есть свои сложности? Если есть, то какие? Сложности в работе режиссера, на съемках, но, конечно, они есть. Вообще съемка кино — это командная работа, поэтому здесь в первую очередь надо настроить команду, подобрать таких ребят, людей, которые действительно хотят снять хорошее кино. И, конечно, тут играет и психология, потому что съемки на самом деле экстремальные были, да? Вот под минус 60 нам приходилось и раздевать главного героя, да? Там одевать в такую легкую одежду, и съемочная смена у нас там была, может, и 15-17 часов, может, да, команда работает. Вот главное, чтобы все дружно все это работали, не ворчали и как бы старались сделать действительно хорошую работу. Даже на эти кадры холодно смотреть. А вообще, удается ли вам реализовать в кино именно то, что в сценарии? Или же все-таки по ходу съемки приходится иногда что-то менять? Ну, вообще, съемки, конечно, это живой процесс, поэтому, возможно, какие-то сцены по ходу съемок, да, они убираются либо добавляются, да, но в общем итоге, конечно же, основная идея, смысл и основная стратегия вообще истории, она сохраняется. А во время монтажа убираются ли какие-то моменты, куски? Обязательно. Это прямо обязательный процесс? Ну, не то, что обязательно, да, потому что есть темп кино, и если ты понимаешь, что это не работает, да, это можно легко убрать. А моменты, когда отрываешь прям от сердца, но это жертва? Это всегда тоже бывает, потому что, конечно, это жалко, да. Убрать сцену, которую ты снимал там, день ты потратил на эту сцену, но ты потом в конечном итоге ее убираешь с монтажа. Ну вот отзывы о картине очень разные, но большинство зрителей отмечают, что фильм держит, да, то есть фильм не отпускает. Вот ваше мнение по этому поводу? Я считаю, что мы сняли, наверное, не то, что пока что это моя самая лучшая работа, потому что отзывы у нас все восторженные. У нас практически очень многие и кинокритики, и специалисты кино, они все отписались. И прямо вот отдача обратная очень замечательная. У нас были показы в Москве, в Петербурге, сейчас в Новосибирске, Екатеринбурге. Сейчас у нас фильм стартует в 56 городах сегодня. На 110 площадках? Нет, сейчас их больше стало. Но и городов у нас на сегодня 56, и они будут увеличиваться у нас. То есть это в истории якутского кино такого не было. То есть это очень широкий российский прокат. Поэтому, конечно, отдачу российского зрителя нам очень интересно и ждем ее. Мы поздравляю вас с премьерой. А сегодня состоится показ в городе Якутске. Где и во сколько? Прокат у нас не только в кинотеатре «Лена». Приходите во все кинотеатры города Якутска. Также у нас с сегодняшнего дня стартует прокат в районах. Так что фильм у нас прокат республиканский, ну, внутри республики, да, поэтому где есть кинотеатр, там будет наш фильм. Мы поздравляем вас и большое спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Надеемся встретиться с вас снова с новыми работами. Да, спасибо. Спасибо. Друзья, ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Правозащитный институт республики продолжает оказывать помощь семьям мобилизованных. Всего поступило более 570 обращений. Якутян волнуют вопросы о назначении выплат по указу главы, возвращения мобилизованных, которые имеют основания для отсрочки, а также другие злободневные вопросы. По словам уполномоченного по правам человека Сарданы Гурьевой, благодаря проделанной работе буквально на днях по состоянию здоровья домой вернулся житель Усть-Алданского улуса, который действительно не подлежал частичной мобилизации. Также помогают семьям солдат своевременно получать положенные выплаты. Правозащитный институт сегодня в исполнении указов президента Российской Федерации, указа главы Республики Саха-Якутия тесно взаимодействует с Якутской военной прокуратурой Якутского военного гарнизона. У нас есть соглашение на военно-восточную прокуратуру, мы имеем прямой выход. И уже сейчас ситуация нас обязывает выходить напрямую на командиров воинских частей. Будем информировать дальше о проводимой работе.
Книгу «Красные линии» презентовали в Национальной библиотеке Якутии. Она была выпущена в ноябре прошлого года. Повесть посвящена мужеству и отваге российских военнослужащих, проявленных в ходе проведения специальной военной операции. Истории взяты из реальной жизни. Герои – современные ребята из городов и сел нашей страны. Красными линиями для них стали испытания, через которые приходится проходить, побеждать страх, не поддаваться искушениям, проявлять твердость и цельность характера, сострадание и великодушие. Автор книги Иван Соловьев лично приехал на презентацию в Якутск. Он передал более 50 книг в фонд Национальной библиотеки Якутии. Вот как было во все войны, где Россия побеждала, там тыл был един с фронтом. Вот этого нужно добиться, чтобы у нас тыл на 100-200% помогал нашему фронту. И вчера я с огромным удовольствием подарил книги волонтерскому движению «Мы вместе», «Якутия с тобой». Я вижу, какую огромную работу здесь люди проводят с тем, чтобы помочь тем ребятам, которые сегодня, подвергая своей жизни опасности, отстаивают будущее нашей страны. В Якутии продолжат работу по оцифровке трудов представителей якутской национальной интеллигенции Гавриила Ксенофонтова. По поручению главы Якутии Айсена Николаева в республике уделяют особое внимание изучению и сохранению наследия ученых и оцифровке их рукописных материалов. Публиковать труды Гавриила Ксенофонтова, по словам директора Национальной библиотеки Якутии Саргаланы Максимовой, начали 5 лет назад. За это время оцифрован его личный фонд. Также планируют создать собрание сочинений ученого в 10 томах. Установлены денежные призы для победителей забега при экстремально низких температурах «Полюс холода». Так, лидеры марафонской дистанции в 42 километра получат по 100 тысяч рублей, а лучшим бегунам в полумарафоне вручат по 50 тысяч. Необычные соревнования соберет известных легкоатлетов из Якутии, Волгограда, Перми и Уфы. Забег пройдет 11 февраля в Аймиконском улусе, самой холодной точке планеты. В этот день там ожидается около минус 40, минус 45 градусов по Цельсию. Участниками забега станут 108 легкоатлетов. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Вот у нас в экстремальных температурах занимаются бегом, делают марафоны. Якутские суровые развлечения. Но зима – это самое такое подходящее время для семейного времяпрепровождения, особенно на природе. И вот в Алтайском крае залили ледяную горку длиной 300 метров. Прокатиться по льду с ветерком и развитие скорости до 60 км в час можно на самой длинной и быстрой горке в Алтайском крае, расположенной на территории базы отдыха «Ясная Поляна». На этих кадрах можно увидеть людей разных возрастов, которые катаются на горке, не только дети, но и взрослые посещают и спешат принять участие в этой зимней забаве. Огромную горку для катания строят на турбазе «Ясная Поляна» каждый год. Наша горка является самой длинной горкой в России. Длина ее составляет 300 метров. Скорость развивается 60 км в час. В данный момент готово ледяное покрытие. Устанавливаем боковые бортики. Заканчиваем установку боковых бортиков. Специально подготовленную конструкцию размещают на поверхности замерзшего озера Горького-Перешеечного, а затем заливают водой. В этом году длина горки составила 300 метров, что позволило ей стать не только самой длинной в Алтайском крае, но и по всей России. Горка пользуется популярностью среди местных, а покататься с нее и одновременно понаслаждаться зимними видами приезжают люди даже с соседних регионов. Хотела бы прокатиться на такой? Да, это очень интересно. Первые кадры, которые были показаны, это как мужчина с этой горочки едет и чувствует себя абсолютно прекрасно. Вот я прям за такое развлечение. А в китайском городе Няннин открылся квартал с световыми инсталляциями «Ночь в Няннине». Организаторы мероприятия украсили улицу города длиной в 666 метров. Всего представлено больше 30 площадок с декорациями и различными национальными шоу, представлениями. Квартал объединяет различные культуры и предлагает посетителям отправиться в увлекательное путешествие, сочетающее традиционные и современные элементы культуры.
здорово, так сказочно, и это нравится не только, я думаю, детям, но и взрослые уходят, завороженно смотрят на каждую инсталляцию. А я сейчас подумал о том, что нам вот в туманное время такой, да, вот зимой не хватает именно красок. Ну вот хоть наш эфир может показать, и, соответственно, можно немножко насладиться этой красотой. И удивительно, что нет снега, да? То есть... Да, это очень необычно для зимы. Ну, друзья, мы в Якутии на снег, на зиму не жалуемся, потому что любим ее. Самое главное, друзья, утром, собираясь на работу, одевайтесь теплее. Ну, а мы постараемся со всей нашей душевной добротой и теплотой сделать так, чтобы ваше утро было добрым, теплым и замечательным. Настраивайтесь на отличный, плодотворный день в этот четверг. Мы с вами увидимся завтра здесь же на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч!